Что делать хозяйке, которая только что узнала, что через час прибудут гости? Сначала нужно успокоиться, дышать глубже и не паниковать. Ведь это я, Маргарита Макарова. Это проект «Готовим вкусно». И сегодня у меня в гостях всеуспевающая Мария Пронтеева. Привет, Рита. Спасибо за приглашение. Мария Пронтеева – настоящая бизнес-вумен, жена, мама 2 малышей. Основательница доставки Ям-Ям, ресторана Алоха, лофт-бара Чердак и доставки правильного питания Green Food. Она уже 8 лет в бизнесе, а ее онлайн-курсы под названием «Мечтай и действуй» помогают начинающим предпринимателям сделать первые уверенные шаги. Я знаю, что ты искренне веришь во фразу, что в этом мире возможно абсолютно все. Да. Как бы это пессимистично, конечно, не звучало, но откуда такая уверенность? Ну, мне уже 32 года, у меня есть опыт. И вот я уже 10 лет занимаюсь вот именно изучением всяких вот мировоззрений разных, про мечты, желания, про планирование и все такое, да. И очень много разных книг прочитала, общалась с разными спикерами. И реально в этой жизни, оказывается, возможно все. Это доказано наукой, это доказано физиками, это все этим доказано. И в моей жизни реально так происходит, что там бесплатные билеты достаются, там Москва, Нью-Йорк обратно, там что-то такое происходит, нужные люди приходят, просто нужно знать, чего ты хочешь, загадывать, и тогда к тебе это приходит невероятным каким-то чудесным образом. И у меня так получается, и теперь у меня же курс, я начала онлайн, и вот сейчас я получила отзывы, и вот когда люди тоже другие так делают, да, у них тоже все получается. Сейчас очень популярно читать литературу, которая вдохновляет и мотивирует. Какую книжку ты бы посоветовала? Ну, конечно, я фанат Джона Кейха. Это один из самых мотивирующих людей, наверное, в этом мире. У меня мечта встретиться с ним, посетить его семинар. Его зовут Джон Кейха, у него есть очень много разных книг. Но самая первая ступень – это «Подсознание может все». Это книжка, наверное, для всех, для всего мира. Вообще очень крутой человек. Запоминайте, Джон Кейха, «Подсознание может все». Можете сразу уже гуглить, искать и, конечно же, читать. Сегодня, я думаю, мы тоже будем продолжать эту тему, что возможно все. Возможно все успеть даже за час накрыть стол на 6 человек. Да. На 6 человек. Так, из чего же мы начнем нашу готовку? Ну, сегодня мы будем готовить так, как я готовлю, потому что я, очень занятой человек, и я не люблю, на самом деле, если честно, очень много времени тратить на готовку. Я это делаю только по великим праздникам, Новый год там, и то на дни рождения я заказываю часто банкетное меню с наших ресторанов или откуда-то. Но когда гости приходят, я обычно готовлю одно горячее блюдо, один салат, а закуски я заказываю. Это удобно. Да. И, десерт, если сил хватит, то мы готовим там на месте или там обычные какие-нибудь тортики покупаем. Вот, и я думаю, что главное не то, что вот стоит хозяйка и много-много готовит, сил тратит, потом садится, потом они все кушают, и они уходят, и ты намываешь эту посуду, да, а лучше общение легкое. И сейчас люди, на самом деле, мы уже все почти сытые, мы уже много кушаем, нам это позволительно, поэтому главное общение. И мне очень нравится традиция итальянцев, это когда они же любят собираться в гости, да, очень по 20-30 человек, но они, знаете, как делают, оказывается? Они, например, хозяйка готовит одно блюдо, и все гости приходят с одним блюдом. Это очень удобно. Да, это очень удобно, и я тоже сейчас хочу, чтобы в нашем кругу среди друзей тоже так было, потому что и даже если мы в гости к кому-то идем, я всегда с собой беру или роллы, или пиццу, или что-нибудь, и я говорю заранее. Мне кажется, это отличный лайфхак для всех хозяек. Чтобы не тратить время на готовку, просто попросите друзей с собой принести еды. Да, или заказать. Или заказать, вот, Да. это отличный лайфхак. Да, и сегодня поэтому я выбрала очень простые, но, и по готовке, да, но такие интересные блюда. Мы будем готовить салат с подкопченой семгой и креветками, и харусами с морепродуктами. И еще очень обычный десерт, это тоже на японский манер, это мороженое с жареными бананами. Но это на самом деле гавайское блюдо.
Откуда такая любовь вот именно к паназиатской кухне? Ну, если по астрологии. Да. Нет, ну я не знаю, я очень люблю вообще уже с рождения вот именно такую кухню. У меня дети тоже очень любят и удон, и все такое. Вот. А потом мне астролог сказала, что в прошлой жизни я была вообще где-то в Японии жила и так далее. Поэтому, наверное, я не знаю, сама не могу объяснить. Но мы очень любим именно паназиатскую кухню. И когда ездим даже в Европу, в Америку, мы всегда заходим в такие рестораны азиатские. Астрология влияет на вашу жизнь? Вы прям верите в звезды? Ну, не то, что верю, я просто сейчас увлекаюсь. Я подружилась, вот недавно ездила в Грузию с Киселевой Александрой, она наш астролог же, переехала в Москву. Я с ней очень подружилась, и вот когда она что-то рассказывает, там про меня, про детей, реально все сходится. Как бы сложно в это не поверить, и поэтому я сейчас начала увлекаться. Вот. Ну, я не изучаю, а просто спрашиваю, что да как можно сделать. Ну, давайте тогда уж приступим к еде. Так. Вот, сейчас начнем с салата. Называется салат, простой салат с подкопченой семгой и с креветками. Я, кстати, в последнее время уже 5 месяцев не ем мясо. Я не знаю почему, поэтому сейчас я учусь готовить вот такие вот блюда. Так, нужно взять листья салата. Опа. Все забирают. Нет, не все. Можно чуть-чуть, да. Столечко. Это мало. Надо еще побольше. Да, просто рвем кусочки. Они уже помытые. Я знаю вот эту историю в Питере, что вы познакомились с влиятельными людьми, общались с ними, и так у вас появилось желание быть такими, как они? Да, быть такой, как они. И самое главное, это желание быть свободной. Вдохновило вас на то, что вы открыли свой бизнес. Да, я раньше даже не думала о том, что я могу быть предпринимателем, потому что я всю жизнь там, с 5 класса, наверное, думала, что я стану судьей. Но потом я начала работать юристом в Санкт-Петербурге, закончила и параллельно получала второе высшее. Ну, конечно, для того, чтобы потом быстрее по карьерной лестнице подняться, да. Вот, и начала работать юристом и попала в очень крупную организацию, где было 10 директоров, 10 разных учредителей, 10 разных директоров. Вот, и они, берем огурчики, они были... Ну, конечно, богатые, и мне больше всего понравилось то, что не то, что они богатые были, они были очень свободны. Я подумала, что я тоже хочу, как они ездят, куда я хочу, когда хочу и так далее. И я тут начала думать, ну, буду я юристом, ладно, потом дослужусь до начальника, ну, может, в суд пойду максимум, это через несколько лет я стану судьей, потом у меня будет всего лишь 2 раза отпуск в году, да, что-то мне маловато, а мои мечты, все желания, они были в основном связаны с путешествиями, с какой-то свободой, когда я прихожу на работу, когда хочу, никто меня не ругает, никто мне не указ и так далее, и тогда я впервые поняла, что я хочу быть тоже предпринимателем, вот. Но мы не знали именно, что открыть. Я тогда уже познакомилась с мужем, мы в Санкт-Петербурге познакомились, вместе учились. Я говорю, ну что мы будем делать? А мы вдвоем юристы. Но при этом юриспруденция, если честно, мне не очень интересно было читать эти все договоры, все делать, хотя мне это легко удавалось, конечно же. Вот, я очень дотошная. Ну, и мы начали придумывать с мужем, что мы будем делать. Вот. И у меня муж, он 17 лет сам себя обеспечивает, то есть он уехал учиться в Санкт-Петербург, и мы перестали просто деньги отправлять, да, и он начал сам думать. Да. Вот как правильно, да? Да, и он начал, он учился на юриста, но подрабатывал помощником сушиста в ресторанах начал. Вот, но он у меня очень талантливый, умный, очень работоспособный и очень быстро поднялся. Когда мы уже с ним познакомились, он работал в лучших ресторанах Питера, был сушефом, там работал с всякими этими, которые адская кухня же есть, шеф-повар. Да. С ним наравне, ну не то что наравне, у него работал в очень дорогих ресторанах, вот. Я говорю, ну, а потом я как раз приехала в Якутск отдыхать во время отпуска и смотрю, что у нас нету тут суши вообще, то есть... 2 ресторана были, и мне не понравилось там. И я такая говорю, ну тут же нету доставки, давай в Якутск переедем и откроем. И он такой, давай, и мы через месяц переехали, и еще через месяц открыли
8 лет назад доставку первую в Якутске Ям-Ям. Вот, и так пошло-поехало, потом мы... Ну, я параллельно, конечно, работала юристом, потому что, ну, как бы, надо было как будто, да. А потом, когда начали зарабатывать, и мы заработали на первый свой ресторан, я сказала, что я ухожу с работы. Ничего себе, так это же такой огромный риск. Ну, тогда так не казалось. То есть, если я предлагаю устроить такой маленький лайфхак для зрителей, да, вот маленький мастер-класс, чего, как начинать бизнес. Самое главное, это, наверное, не бояться. Ну да, не бояться, но потом еще, я же с детства обожаю списки делать всякие. Вот, и я начинала просто, сейчас очень много людей мне вопросы задают, как начать? Как начать? Да начинать нужно с маленьких шагов. Просто решить, что тебе надо, и потом прописывать. Я раньше делала это просто в Excel, так брала и шаги маленькие делала. И каждый день я что-то делала, что меня приведет, например, к бизнесу. Да? В один день я придумала название роллов. Во второй день придумала, какие еще будут другие блюда. Вот так вот маленькими шагами я к этому шла. Еще про страх, да, я тоже, конечно, боялась, а вдруг у нас не получится, а я ухожу с должности начальника юротдела, да, большая высокая зарплата и так далее. Берем перец. Перец уже. Да, и я боялась, а потом такая думаю, ну, а что, если не получится? Я же всегда могу работу найти. Я юрист, который опытом большим работы, уже дослужилась до начальника. Меня же все захотят все равно взять на работу. Почему бы не попробовать? Вот. Я знала, что все равно, потому что я очень хорошим работником была, трудолюбивая, да, ответственная. Мои начальники всегда меня любили. Да. И я даже сейчас, когда люди спрашивают про работу, я говорю, надо же быть просто всегда хорошим работником, просто ответственно относиться к работе, и все. Всего-то люди же говорят, образования нет, опыта нет, но это же не столь важно. Я даже сейчас, например, если на работу беру, мне в первую очередь важнее в людях, что их желание работать, их желание что-то делать лучше, чем просто сидеть и просто зарплату получать. Вот. И я поняла это, успокоила себя, что я всегда могу найти работу, если захочу обратно. По-любому меня возьмут вот такими руками. И успокоила себя, и ушла в свободное плавание. Мария, предлагаю посмотреть очень интересный сюжет, нашу любимую рубрику, которая называется «Продуктовая корзина». Девушкам, которые любят ходить по магазинам, она точно придется по вкусу. Да, мама ходит по магазинам. Да, хорошо, Ева, я куплю. Ну все, солнышко. Хорошо, все, давай. Всем привет! Вот видите, как отвлекает телефонный звонок. Сейчас я вам покажу примерную продуктовую корзину многодетной семьи. В первую очередь, конечно, нужно нам купить молоко. Молоко я выбираю, чтобы в составе было цельное молоко, ни в коем случае не нормализованное. И, конечно, большой объем, потому что детей в семье много, 3 маленьких, и молоко, оно у нас часто используется. Для меня, как для мамы 3 детей, конечно, очень важно, чтобы питание состояло только из самых свежих и самых высококачественных продуктов. Раньше, когда я была одна, я, конечно, могла себе взять 1 йогурт, и как бы этого хватало. Но так как нас теперь много, я предпочитаю брать такого формата йогурты. Очень хороший производитель. Возьмем разных вкусов. Творог возьмем 5%, потому что для детей калорийность очень важна. Обезжиренное это, наверное, больше для девушек худеющих, а для детей пойдет такое. Яйца, они используются практически всегда и для приготовления сырников, оладий, которые мои дети очень любят, поэтому 2 десятка нам будет самое то. Берем сыр. Все-таки, наверное, выбор свой, как практичная мама, оставлю на большой граммовке. Так, сосиски молочные. Да, иногда очень спасают. Вот такая одна нам как раз пойдет, я думаю. Хлеб, я не беру впрок. Возьмем мигунский. Да, сегодняшнее. Я больше люблю сушки, чтобы детям было что пожевать время от времени. Особенно когда годик, 2. И вместо сладостей лучше брать сухофрукты, цукаты.
Они такие же сладкие и натуральные. Так, и добрались мы до мяса. На разные блюда я использую фарш. Очень свежий, местное производство. Я доверяю, всегда берем их. Грудка очень быстро готовится. И, конечно, в полезно тоже возьму. И одну целую возьму курицу. Из нее целое можно сделать, оставить и на суп, и отдельно грудку, филе, да, на ужин. Для каши я все-таки возьму и обычный, круглый. Манную крупу можно использовать не только для каши, но также использовать для манки, вот, для выпечки, добавить в тесто очень бывает наоборот вкусно. Геркулес на утро очень хорошо делать и каши, и блины, вот овсяный блин бывает. Главное, чтобы они были долгой варки. Недавно мы открыли для себя киноа, очень богатый на минеральные вещества и полезные вещества. Его можно вот прям как рис на гарнир. Рекомендую. Набрали мы целую корзину. Этого нам хватит точно на неделю, да даже на больше. Я довольна. Я знаю, что когда ты начинаешь достигать какой-то огромной цели, надо хвалить себя за вот эти первые шаги. Да, конечно. Например, скажу пример, который был недавно со мной, когда я планировала сходить в тренажерный зал. То есть для каждой девушки, конечно, безусловно, это достаточно серьезный шаг, это новый шаг. Поэтому я в первый раз упаковала сумку и думаю, этого на сегодня достаточно. Я молодец. На следующий день я уже взяла сумку с собой на работу. Думаю, в принципе, хорошо. Я себя не отругала, что я не пошла. Обычно я себя прям съедала. Люди, которые делают списки, они любят вот эти галочки. Я вот из таких людей. И я прям думаю, ладно, ничего страшного, галочку сегодня не поставила, но поставлю там, взяла с собой сумку. А в третий день я уже дошла до туда, но не зашла. Я туда не зашла. И затем, решила похвалить себя за то, что, господи, как классно. И съела пироженку. Молодец, Рита, молодец. Главное, вечером не поесть ничего. Вот, но опять же, я, кажется, в тот день заказала суши ям-ям. Ну, ничего, мне в тот день можно было. И на следующий день у меня появилась мотивация. Я подумала, что ладно, если я хочу там что-нибудь вкусненько поесть, нужно заниматься спортом, и примерно в течение недельки я уже вошла во вкус и стала ходить спокойно в тренажерный зал, и при этом совершенно я себя не ругала за это. И ты очень правильно сказала, что большую цель лучше разбить на несколько маленьких частей, и тогда это уже не так страшно. Допустим, я хочу открыть там доставку роллов. Это слишком глобально. Да. Тут название сначала придумала, да. Потом еще что-то, команду собрала. Там вообще получится вот такой огромный список маленьких дел, и главное, их можно сделать. Невозможно же что-то одно сделать за один день. Обязательно. И когда люди, например, даже сейчас мы про планирование, когда говорим, люди ставят слишком большое дело в план, а оно переносится. И люди думают, ой, вот я никчемная, ничего не делаю, все другие там делают. А на самом деле она просто, этот человек, не разделила этот проект на маленькие части. Один день позвонить, второй день узнать, третий день заказать, а не так, что в один день все, и ты ничего не успела, а потом винишь себя, коришь, что ты такая. А к этому ты пришла на интуитивном каком-то уровне, или же ты у кого-то услышала? Нет. Во-первых, когда у меня родился мой первый ребенок, это было 4,5 года назад, у нас было уже 3 проекта. И до этого я, конечно, работала 24 часа в сутки, я любила свою работу, бежала и так далее, да. А потом, когда берем рыбу, это подкопченая семга, вот, продается везде в магазинах, я бежала на работу, а тут я родила, и я же нужна ребенку 24 часа в сутки, да.
Притом еще у меня есть муж, работа, очень много разных работ. И я была той женщиной, которая начинает работать в роддоме. Все там девочки смеялись, я с ноутбуком сижу, короче. В общем, да. И до себя это так довела, что начала просто от усталости падать в обмороки. Ко мне приезжала 3 раза скорая, и они ругали мою семью, говорили, вы довели женщину до переутомления, помогайте ей. Ну, я так не могла, просто очень много дел было, и я все это пыталась делать. И поэтому мне пришлось учиться пойти. Тогда только начали развиваться онлайн-курсы всякие, и я пошла именно по женскому тайм-менеджменту. Вот, это вот было мое спасение. Я наконец-то научилась там себя хотя бы ставить куда-то в этот список дел, да, то, что мой сон важнее. Научилась планировать, а не вот сначала мы, конечно, женщины, дети, потом муж, потом работа, а ты то, что ты что-то хочешь вообще на последнем же месте всегда. Вот, и тогда я училась реально себя любить, отдыхать, планировать, чтобы больше успевать. И я так полюбила вот это вот все планирование, потому что с детства у меня было оно заложено где-то, я же любила списки делать. И сейчас до сих пор обучаю, очень много разных курсов прошла, и люди меня начали просить, ну, выступать все время, помогать там. На самом деле очень много людей писали, а я не могла это просто ответить им одним сообщением, как это все сделать. Поэтому я вот недавно создала онлайн-курс, и вот сейчас первый поток закончился, и очень-очень-очень хорошие отзывы, я сама не ожидала вообще. Ну, тем более у тебя же такой огромный богатый опыт, ты постоянно учишься. Это, мне кажется, действительно огромный труд вкладываться в себя, в свои знания. И затем самое крутое, что ты изучила огромное количество онлайн-курсов, поняла, как нужно делать, как не нужно делать, и уже сейчас у девушек, женщин не только нашей республики, я уверена, в этом есть возможность проходить эти курсы онлайн и знать, что ты сделала все максимально удобно для мамочек, для девушек, да, это здорово. Да, ну вот, давайте вот так рыбу нарежем вот такими маленькими кусочками. Я, конечно, суши не умею делать, как наши сушисты, ну вот так вот режем, да, рыбу, это очень вкусная рыба, семга очень полезная, если человек мясо не ест, то надо есть много семги. Вот что-то у меня не очень получается. Красное мясо. Да, я вообще мясо не ем. Почему-то, я не знаю, вот я съездила на Бали, мы там месяц жили, и после этого приехала и просто не могу мясо есть. Просто не могу. Я не знаю, это не мое было решение. Я почему-то, мне плохо становится, когда я мясо ем, меня тошнит. Вот, ну зима, да, но зима покажет, я же в Якутии живу, посмотрим, как я зимой буду. А муж тебя покорил, наверное, умением готовить суши? Ой, это да, вообще, когда мы только познакомились, я вообще на еду не обращала внимания. Я могла целую неделю есть рис с овощами, вообще, я жила в общежитии, я вообще приходила, вчерашнее ела, и как-то было еда, не еда, вообще наплевать. У меня были другие интересы, косметика, одежда и всякое такое. А тут муж начал меня вообще вкусно кормить. Привозил суши разные, где он работал, там покупал, в общем. Ну, сам, конечно, все это делал. Вот, потом кормил меня, потом по утрам там готовил пасту, там что-то там, в общем, очень много чего делал, и я даже набрала вес очень много, потому что он меня все время кормил, и потом после этого я перестала есть невкусную еду, то есть я уже не могла, он меня подсадил на вкусную еду, вот. То есть лапша быстрого приготовления, это уже нет? Ну, это редко бывает, 1 раз в полгода. Ну, кто же хочет иногда. Да, немножечко вредненько. А так, нет, конечно. Ну, мы сейчас едим дома домашнюю еду обычную, обычный якутский Как же суп. доставка? Ну, да, мы заказываем свою доставку тоже, когда гости приходят. Мой сын уже теперь любит, фанат ям-ям. Говорит, я, мама, хочу пиццу, закажи мне, еще удон. Еще тот самый ролл же был, который вот такой вот, его закажи. Говорит, ну а что? Я говорю, я твой суп уже не хочу сегодня. Давай мне роллы. Да, ну он в основном пиццу и удон любит. Нужно пожарить креветки. Включи, пожалуйста, и нужно, чтобы очень сильный огонь был. Сейчас надо быстро нагреть. Быстро греется, да? Да, она быстро нагревается. Так, сейчас мы готовим
креветочки. Да, креветки для салата. Этот салат вообще делается очень быстро, мы просто разговариваем много, поэтому... У нас немножко по этапам, Да, конечно. да. Ты вот сказала, что надо разделить цель на несколько этапов. Да. Одна женщина сразу стол за один час же приготовить не сможет целый. Надо поэтому по этапам. Сначала Давайте салат. пока соус сделаем, да? Да, пока нагревается, в принципе, можно. Это соевый соус, а это майонез. Мы делаем очень простой соус, но он очень вкусный. Берем, так, Так, давай-ка, чтобы нашим, надо же телезрителям показать. вот, берем майонез, ложечку, чуть-чуть, Майонезик. да, 1 столовая ложечка. да, но это там от порции зависит. Да. 1 на 1,5 получается соевого соуса больше, чем этого майонеза. Если что, чуть добавим. Перемешиваем. Я впервые вижу, что соевый соус с майонезом перемешивают. Да, так часто делают. Частенько. Нужно, чтобы не было комочков. Да, ну надо вот так хорошенько размешать. Ну, маленькие комочки возможно, но для красоты, конечно, лучше хорошо размешать. Что придаст блюду этот соус? Ну, вкус именно. Потому что в блюдах на самом деле очень много значения имеет именно соус. Любое блюдо можно сделать вкусным, если соус вкусный. Вот. И я как любитель паназиатской кухни в этом уверена. Вот. Сейчас будем жарить креветки. Масло должно быть горячее. Так вот ладошка можно Да, проверить, ага, пока не горячее. Вот, пока размешиваем. В принципе, вот сейчас положим туда креветки, намешаем, и салат готов. На самом деле кажется, как будто он очень простой, но на вкус он очень вкусный. И очень, да, такой же салат у нас есть в ресторане Алоха, и многим очень нравится. Они приходят это и есть туда. Скажи, как он называется? Ну так и называется салат с подкопченой семгой и креветками. Да. Кажется обычным, а людям нравится очень. Ну, мне кажется, сейчас мы живем в такое время, когда нужны такие простые, незамысловатые Да. рецепты, а главное, чтобы они выглядели красиво для девушек, которые сидят в Инстаграме. Я вот, например, люблю пофотографировать еду. Вот как говорится, раньше была фраза «не поваляешь, не поешь», сейчас не сфотографируешь, не поешь. Ну да, ну я почему-то не люблю фотографировать. Серьезно? Да, иду, у меня не очень красиво получается. Поэтому мы всегда фотки заказываем у профессионалов. Наталья Конешниковой. Ну, только у нее и заказываю. А так сама в Инстаграм ничего не постишь себе? Ну, иногда только. Ну, еду очень сложно на самом деле фотографировать, потому что даже если так видишь, лежит красивая еда, а на фотографии не очень кажется. Поэтому это тоже надо уметь. А в Якутске умеет вот Наталья Конешникова. Очень хорошо. Мне кажется, у нас уже маслица готова. Да, ну тогда кидаем креветки. Так, такие я знаю, что у обычные. нас здесь будет немножечко опасненько, да? Да. Так, я отойду лучше. Вот. Надо, именно масло должно быть очень горячее, чтобы было красиво именно. Золотистый. Да, золотистого цвета, поэтому нужно, чтобы горячее было. Не солим, ну можно чуть-чуть посолить, потому что у нас соевый соус в соусе, поэтому это будет солененько уже. Да. Такой здесь аромат сейчас, вы просто Да. не представляете. Креветки это всегда вкусно. И Я очень- обожаю морепродукты. Я тоже. Это же белок. Да, и очень полезно на самом деле. Оказывается, можно без мяса вообще спокойно жить в нашем городе. А рыбы у нас предостаточно. Как же вкусно у нас получается. А я пока предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Мы после нее обязательно вернемся. Ага, ну-ка давай покажем, как у нас получается примерно. Вот смотрите, мы обжарили креветки с двух сторон до золотистой корочки. Да, и не надо долго готовить. Креветки готовятся очень-очень быстро. Если долго готовить, они будут очень твердыми и невкусными. То есть, как только золотистая корочка появилась, можно уже Да, снимать ну креветки. чуть-чуть дай. Да, они должны быть мягкими.
ну, если очень долго готовить, они становятся твердыми, как резина. Вот. Тогда уже не очень. Да. Ну, я сама просто очень люблю, когда можно выключить, когда соленая еда. А мы сразу их не добавляем тогда в салате? Можно добавить, можно и так. Я так делаю, чтобы масло осталось. Дорогие телезрительницы, для того, чтобы осталось маслице в сковородке, лучше отдельно добавить, да? Да. Потом берем наш салат, добавляем туда соус. Вот. Соус. Можно больше соуса, если кому нравится больше, можно меньше, кому если. Просто берем и перемешиваем. А что тебя вдохновило создать онлайн-курс? Ну, потому что я же часто выступаю, меня начали, я не сама напросилась, честно, на выступление, просто меня начали очень часто звать выступать именно в бизнес-среде, и я не знала, на какую тему, и люди начали говорить, ну вот ты же мама двоих детей, они еще у тебя маленькие, сейчас старшему 4 годика, младшему 1 годик. Ну, совсем маленькие. Вот, еще у тебя несколько проектов, ты рассказывай, как ты все успеваешь. Я начала рассказывать про планирование. И людям так это понравилось, они еще хотели больше. Потом я Инстаграм открытый сделала, и люди начали писать. Вот, и как-то так, начали люди сами предлагать. Мария, сделайте курс какой-нибудь, семинар. Я типа купила бы, я тоже хочу научиться, как вы много успеваете и так далее. Вот. А потом, ну, я же говорю, все происходит всегда в этой жизни как-то таким волшебным образом. Я поехала учиться на Бали. Там был бизнес-ретрит с бизнесменами. Да, так, можно вот так подать, или для красоты можно переложить, и тогда креветки вот так положить, и рыбу вот так украсить. Ну, обычно я так делаю. Я вот так перемешиваю в одном месте, вы видите, как некрасиво остается. Да. Потом я перекладываю в какую-нибудь тарелочку. Или можно, ну, вот так подать, наверное, не очень красиво будет. Ну да, так, Ага. давайте Давайте. попробуем оформить. Да. Я предлагаю здесь. Да, можно так. Вот, я поехала на Бали, там был именно для девушек-предпринимателей бизнес-ретрит. Бизнес-ретрит – это когда ты полдня учишься, полдня отдыхаешь. Вот, и там собрались самые крупные из онлайн-сферы девушки на уровне России. То есть собрались на этом курсе, и они были все онлайн-курсом девочки. В ресторане часто вот так готовят, мораются, и они потом салфеткой делают. У нас очень много салфеток уходит, что на доставке, что в ресторанах. Вот. И я попала на этот курс. Вот, и оказалось, что там вот девушки из онлайн-сферы в основном. У всех курсы, у всех они чему-то людей обучают. А я была одна та, которая, да, можно как угодно украсить, как душе угодно. Вот, и я была одной, которая не онлайн, вот. И девушки начали, я там познакомилась с одной девушкой из Татарстана, которая сейчас на Бали живет. И у нее там онлайн-школа обучает удаленной работе людей, работать именно онлайн, чтобы можно было путешествовать, чтобы вот она вот так вот обучает, у нее большая бизнес-школа. Вот, и она сказала, мы с ней подружились, она говорит, давай ты тоже запускай школу, ты же умеешь так много. Они были в шоке от количества моих работников и от количества проектов. Вот, и они говорят, давай так. И она мне стала коучем, то есть она мне помогала запускать школу. Потому что это кажется со стороны, что все так просто, и видео записала, и все, да, на самом деле там очень много, ну, урок даже написать, это очень много сил, много знаний, много всего нужно, и всякой академических теорий, там всего, короче. Вот, и поэтому, вот, вдохновленная оттуда я приехала в начале мая, и уже в середине мая запустила, и он начался летом. Вот, салат наш готов, вот так выглядит. Очень красиво смотрится. И я уверена, что на вкус он такой же вкусный, как и выглядит, действительно. Прям. Это наш салат. Обязательно на любом столе, когда вы устраиваете какую-то семейную встречу или встречу с друзьями, нужен салатик. Да, обязательно. Потому что есть всегда девушки худеющие, которые, да, я не буду это, я не буду то, а салатик вот такой легкий с морепродуктами, это будет есть все.
Так, нам нужно сначала подготовить овощи, нарезать, они все помытые. Нужно маленькими, тонюсенькими такие длинненькие, тонюсенькие нарезать. Так, можешь вот это резать, тонко очень. Потому что мы овощи сейчас будем жарить, и надо, чтобы они для быстрой прожарки они были очень тонкие. Ой. Тоненько. Да. А дома, допустим, кто из вас готовит? Ты или муж? Я? Ну, на самом деле все думают, что у меня муж готовит, а он дома вообще не готовит. Ну, конечно, у меня есть еще помощница по дому, как же без этого? Или помощница, или я. Вот. Ну, днем, например, я не успеваю, у меня дела, и готовит помощница, которая дома есть. Вот. Но этому я тоже очень долго училась, это называется делегировать свои дела. Я раньше стеснялась приглашать домой домработниц, чтобы уборку сделали. Вот. А потом тоже мне нужно было пройти курс делегирования, чтобы перестать этого стесняться, что это нормально, что у меня очень много других дел, и можно делегировать уборку спокойно другому человеку. Но сейчас тенденция такая, когда мамочки в таком темпе бешеном, все надо успеть, и поэтому, в принципе, ничего страшного нет в том, чтобы... Да, я тоже так считаю, ничего страшного в этом нет. Вот, потому что делегировать какие-то вещи нужно начинать тоже с маленького. Это, какую-то генеральную уборку, например, начать, да, делегировать. Потому что это же целый день занимает, а можно это целый день провести со своими родными, это тебе больше сил даст. Вот. И по бизнесу то же самое. Я долго училась делегировать какие-то дела, потому что одной тебя на все не хватит. Нужно уметь доверять. Да, доверять. И раньше даже было так, что я Инстаграм своих организаций сама одна вела и так далее. Вот. И я думала, что, конечно, какие-то вещи я не могла другим довериться. Вот, берем цукини, кабачок. Достаточно тонко я порезала. Да? Да, хорошо. Я прям старалась, надо тонко резать, надо тонко. А вот у тебя, например, не бывает такого, чтобы все было идеально? Нет. Ну, было раньше тоже так. Я же отличница была. А, это синдром отличницы называется, когда все должно быть идеально. И я от этого тоже избавлялась, потому что когда будешь ждать, когда все будет идеально, можно очень долго ждать и не дождаться. Поэтому, как мы все люди, любой человек может ошибиться, это нормально. Так, мне нужна сковородка большая. Сковородка, сейчас. Сковородка я знаю, где. Я думаю, нужна сковородка поглубже, учитывая вот это все. Ставим сковородку, наливаем масло растительное обычное и ждем, когда нагреется тоже. А мелко нарезать нужно 1 зубчик или 2 зубчика? Ну, можно, 2 лучше. Чеснока много не бывает, чеснок всегда вкусный. Так. Всегда у пары возникает момент бытовухи. У нас не было бытовухи, потому что, не знаю, мы очень быстро начали вместе жить. И мой муж всегда, он был очень сильно влюблен в меня, вообще делал все, что я хочу, я была очень капризной. Он делал все, что я хочу. Да, первые 2 года, потом все, моя песенка закончилась. Вот, он до сих пор говорит, вот я за тобой 2 года бегал, теперь твоя очередь. Я говорю, а ничего, что уже 9 лет прошло с моей очереди. У нас не было такого, что мы лежим и думаем, чем бы нам заняться, никогда. То есть у нас всегда что-то мы хотим, что-то делаем. И, например, мы же сейчас бизнес-версии строим, и мы очень часто по бизнесу говорим. Также мой муж тоже учится. У вас общие цели, и вы развиваетесь вместе. Да. Мы всегда почему-то одно хотим. Ну, я, конечно, почему-то. Уже замужем 9 лет, почему-то мы хотим одно. Да, ну, я больше хочу, и мой муж иногда говорит, женщина, остановись, я устала. Вот, за тобой гнаться, ты все время что-то хочешь, а получаешь одно, уже другое бежишь. Ну, не знаю, мне кажется, так весело. Ну, я не так, что я должна хотеть, да, а я по зову сердца. Я даже в путешествии езжу по зову сердца. И я, например, не знаю, куда в следующий раз захочу. Потом я хожу по дому, там, несколько месяцев проходит или 2, и я уже говорю, вот я сюда хочу.
И так каждый раз. То многие люди там с моего круга мечтают о таком моменте, что ты выходишь из дома, забираешь с собой загранпаспорт и резко нет. улетаешь в другой город. Нет. Такое было когда-нибудь? Нет, ну наши дети. Дети. Да. Вот, берем на креветки. Это осьминог. Ой, Да. смотрите, какой осьминог. С головой, со всеми делами. головой. Да. А как вот его надо готовить? Ну вот сейчас я покажу. Вот, но он очень вкусный и тоже очень полезный. А там ничего вот это не присосется? Нет, мы же не японцы, да. Я просто смотрела видеоролики. Ну там же они живые, а у нас уже замороженные, ехали в Якутск долго-долго, так что нормально. Вы видите страх сейчас в моих глазах, мне кажется. Ай. Вот. Сразу видно, что опытная хозяйка. Не убегаешь, не дергаешься. Я тут из стороны в сторону. Вот. А, мне соль, перец. Так, Так, нам нужны солим. соль. Перчим. У нас тут такая паника, прям быстро-быстро, пока все это Да. готовится. Потому что морепродукты очень быстро готовятся. Вот. Нужен чеснок. Чеснок нужен для того, чтобы сбить вкус именно моря. У морепродуктов уже, когда он вот не только что выловленный, есть вкус. Его надо сбивать. Вот так добавляет чеснок и вино выпаривают. Вот это красное вино, можно белое вино. А как вот его просто добавляем? Добавляем, нет, сейчас будем выпаривать, это просто жарим, а потом надо будет этот убрать соус, вылить. Это чтобы просто оно впиталось, вкус. Да, оно не то, что впиталось, убирает вкус вот неприятной рыбы, чтобы остался сам вкус морепродуктов, а не вот неприятный вкус рыбы. Потому что у нас же моря тут рядом нет, они же не свежевыловленные, поэтому вот такой вот ресторанов есть лайфхак, как они вкусно делают морепродукты, они выпаривают этот вкус рыбы. Нужно вылить соус. Надо помочь мне придержать. Господи, паника немножко. Чувствую себя, знаешь, как будто бы операционный стол. И сейчас надо что-то делать быстро. Да, вылить это надо, вино. Вот, оставляем, добавляем снова масло. Можно убрать. Добавляем наши овощи. Которые мы тонко-тонко. Баклажаны, цукини, кабачок, и морковь, и перец. Для того, чтобы они быстро прожарились, надо их просто тоненько порезать. Тоже очень быстро все делается. В это время за 15 минут приготовили харусами. Это такая лапша. Такая интересная она Да. очень. Вот. 15 минут где-то готовится, почти как спагетти, чуть быстрее. Тоже в магазинах продается, просто как спагетти, воду и в кипящую воду посолить и все. Как она называется? Харусами. Харусами Да. называется. Чем-то напоминает фунчозу, если честно. Да, похоже. А есть 3 продукта, которые никогда не найдешь в своем холодильнике. Укроп. Ты не любишь укроп? Я просто ненавижу укроп. Серьезно? Да. Если я, например, где-то кушаю, и там укроп положили, да, я выковыриваю, там что-то делаю, пытаюсь. Но если очень сильно голодный, там маленькие кусочки могу съесть. Петрушку я не люблю. Прям зелень это не твое. Нет, зелень другую ем, я рукколу ем, все другие ем. А вот именно петрушку и укроп я вообще не люблю. Петрушку и укропчик. И еще 3. Еще что я не люблю, прям уж свинину я не люблю. Свинину не Да. любишь. Но при этом сало я ела, когда мясо ела. А так мясо, свинины нет, я не люблю, не любила. Вот дома мы вообще свинину не едим. Только когда бузы готовим, добавляем сало в бузы, чтобы вкусно было. То есть ты, в принципе, можешь есть, но... Нет, я сейчас не ем, это я прошлую жизнь рассказываю. Да, я сейчас, вот недавно мы ездили в Бурятию, и там же вкусные бузы. И знаете, как я ела их бузы? Вот так, сок пила, мясо вытаскивала и тесто ела. Да, и мясо все мужу, на, ешь. Да, я Муж тоже... счастлив, наверное. Да нет, он у меня тоже... Мы же в ресторанном бизнесе работаем, мы почти всегда сытые.
Поэтому, когда вот нас куда-то приглашают, например, да, какой-то, и говорят, там фуршет будет, а нас это вообще фурш будет, не будет. И даже мы, когда куда-то ходим, мы вообще не едим даже. Потому что у нас работа такая, приходишь на работу, и там говорят, Мария Максимовна, мы хотим это вести, попробуйте. И ты даже пытаешься похудеть, а тебя заставляют все пробовать. Вот. Надо же все-таки. Конечно, экспериментировать любые блюда, которые у нас есть в ресторане, они проходят через нас, только через наше одобрение. И пока нам не понравится, мы переделаем. Добавляем лапшу и добавляем 4 соуса. Это один устричный, один ананасовый и соевый соус. Так, вот. Кукурузное масло. Это какой у нас соус? Это устричные. Вот. Ну, тут 4 соуса. Ну, там же вы напишите же, да? Да, 4 соуса. Обязательно напишем. Да, и они все у нас продаются в обычных магазинах. И соевый соус наш любимый. Ты любишь соевый соус? Да, я люблю соевый соус. Ну, конечно, дома не все время ем, но я люблю добавлять в блюдо. Ну, вот я же люблю паназиатскую кухню. Вот. На самом деле весь мир любит паназиатскую кухню. И даже когда мы путешествуем, очень вкусно именно в паназиатских ресторанах бывает. Не всегда в европейских ресторанах может быть вкусно. Но есть страны, которые очень вкусные. Например, я выделяю Италию и Грузию. Все. Только там очень вкусно. Ну и, конечно, азиатские страны, Корея. Я знаю, кстати, что мы же сейчас готовим вот салатик, основное блюдо, и на закуске у нас роллы ты заказала заранее. Потому что я сегодня хотела показать, как я обычно гостей принимаю, да. То есть я готовлю одно горячее, один салат и десерт иногда. И знаете, почему я всегда заказываю роллы? Потому что даже если я целый день проведу в кухне, да, буду готовить, мои друзья придут и скажут, а где роллы? Роллов что ли не будет? Я говорю, нет, вот столько еды. Они такие сидят, я давно что-то у вас не была. Начинают. Я говорю, ладно, сейчас закажу, пожалуйста, что вы хотите. Вот, поэтому это реально, и это очень помогает не тратить много времени. Вот буквально меньше за час можно приготовить для гостей, все будут сыты, довольные. И помощь хозяйке, доставка, это очень круто. Ну, я так считаю, это мое мнение. Вот. Так перемешиваем. А когда готова лапша, вот тут, она когда становится вот такая вот прозрачная. Вот до такого цвета нужно готовить лапшу. Да, чтобы прозрачно стало. Я знаю, что осталось последнее блюдо, это десерт. Как же без десерта у нас? Да, у нас очень простой десерт, который готовится очень быстро. Можно его приготовить, когда уже гости наелись и сидят, ждут. Чай вы наливаете, и вот это можно одновременно сделать. Так, масло должно быть хорошо разогретое. Туда вот так вот прям режем банан. Колечками. И надо, чтобы оно с двух сторон прожарилось, да? Банан очень быстро жарится тоже. Слишком мягкое может стать. Поэтому все быстро-быстро у тебя. Да! Прям рецепты такие быстрые, морепродукты быстрые, все быстро. Все быстро надо делать, чтобы успевать наслаждаться этой жизнью, а не тратить на рутину. На уборку, на готовку. Да. Ой. А мне вот иногда нравится прям, знаешь... Когда нравится делать, но когда это святая обязанность, 24 часа в сутки, это перестает нравиться потом. Да. А как вы вот с мужем разделяете, например, ты не хочешь готовить, ты можешь сказать, я не хочу готовить, и все. Ну, у вас же есть доставка точно. Да, я когда мне лень, я честно не готовлю, я заказываю. И не чувствуешь абсолютно вины за это? Нет, я же работаю, я же с детьми время провожу, я много чего успеваю. Я имею право на отдых. Смотрите, с двух сторон мы обжарили. Они быстро жарятся. Если слишком долго жарить, то они станут слишком мягкими. Да, поэтому пожарили. Так, тут можно, конечно, красиво раскладывать, а можно так просто положить. Главное, чтобы было вкусно. Мы когда вот с тобой готовились к эфиру, ты сказала, что главное, чтобы было вкусно. Да, главное, чтобы было вкусно на самом деле. Тут берем мороженое. Кто умеет шарик делать, может шарик сделать. А кто просто не умеет, можно так просто положить. Это кажется на самом деле очень просто,
Но это очень вкусно. Сочетание горячего банана и мороженого холодного. И плюс сейчас мы добавим туда орешки и шоколада. Это очень вкусно. Вкусно и просто. А ничего не будет с зубами, там горячий банан, холодное мороженое? Это же не слишком прям уж такой контраст сильный. Нормально. Я ем часто так. И ничего. А где ты взяла этот рецепт? Он такой интересный, необычный. Это гавайские блюда, кстати. У нас в Алохе есть этот десерт, потому что это придумано на Гавайях. Гавайцы тоже не любят наворачиваться. И вот, они очень любят банан. У них банан есть во всех почти блюдах. Вот, и вот так вот они придумали такой десерт. Вот. Красиво! Я прям сладкоежка, мне вот не терпится прям. И главное, это очень быстро. Это очень быстро. Все? Ни одна уютная посиделка с друзьями или с семьей не может обойтись без вкусного традиционного цейлонского чая. Вы можете добавить туда молочко, лимончик и отлично провести время. Это наши все блюда, которые мы за сегодня приготовили. Это твой лайфхак. Если вы не успеваете, то можно заказать. И ничего в этом страшного нет. Гости будут рады. Мне не терпится все это скорее попробовать. Давай начнем. Я, наверное, с салатика. Ты тогда. Интересный такой соус. Ты прям правильно сказала, то что благодаря соусу любое блюдо преображается, даже простое. Очень вкусно. Попробуй тоже. Так, я люблю очень рыбу. Семга. Очень вкусная, копченая. Это превосходное сочетание морепродуктов, овощей, зелени. Прям вот помидорки черри, они за счет того, что они такие сладенькие, они прям придают восхитительный вкус. Так, и теперь нужно попробовать обязательно горячее. Давай попробуем. Я люблю лапшу в любом виде. Как это еще у нас называется? Харусами. Харусами. Прям получилось такое ресторанное блюдо. Вот действительно, как будто я сижу у вас в Алохе и ем это. Да, ну а ты же видела, как это просто, да? Да, это оказывается очень просто, когда, допустим, заказываешь где-то в ресторане, ты думаешь, что это очень сложное блюдо, а потом, когда вот это... Ну, в ресторанах именно в соусах дело. Мы соуса очень долго готовим, они у нас с заготовками стоят. А так я выбрала самое простое, которое не нужен соус. Именно. И еще когда в маринаде делаем, мы маринуем специально. В этом дело. Там уходит часами много времени. Но есть и такие обычные блюда, простые приготовления. И сверху мы еще добавили кунжут. Да, белый и черный. Он тоже добавляет пикантности. Кунжут многие любят. А сейчас, конечно же, роллы. Правильно же говорить, что это роллы. Да, это роллы. Многие путают с суши. Суши – это совершенно другое блюдо. Да. Мы будем есть сейчас роллы. Какие тебе больше всего нравятся? Я люблю, конечно, Филадельфию. Это классика. Да, и я люблю запеченные. Я люблю еще суши с лососем, когда суши и сверху лосось лежит. Так, ну я тогда попробую вот этот. Я, кстати, угорь не люблю. Серьезно? Да. Мне вот наоборот очень нравится. Ну, это Фуджияма, ролл с угрем знаменитый. Действительно, иногда лучше положиться на доставку еды. И при этом все доставляется свежим, вкусным. И даже мы считали специально, иногда так бывает, что заказать дешевле, чем сходить в магазин, купить, все это нарезать. И ты же покупаешь не вот так вот маленький соус, да, ты же бутылку покупаешь. И это дешевле выходит заказать, чем на самой готовить и покупать. И причем экономит это время. Итак, десерт. Да. Мне интересно попробовать, насколько мороженое сочетается с жареными бананами. Жареные бананы я еще ни разу не ела, поэтому мне кажется, это интересный опыт. Интересно, да? Знаешь, такой необычный вкус. Как будто ешь банановое мороженое, и при этом кажется, что банан же мы пожарили, но здесь он совершенно не горячий за счет того, что мороженое сверху оно холодное, и оно остужает бананчик, а вот шоколадка сверху и что орешки. это было? И орешки, да. Они придают очень такой пикантный достаточно вкус.
У нас в студии, в этой уютной студии в гостях была Мария Пронтеева, которая поделилась своими мыслями по поводу того, что мечты действительно сбываются, и в течение общения с тобой я действительно в это поверила. И еще она провела нам мастер-класс, как за час накрыть вкуснейший стол. Спасибо тебе огромное, спасибо, что пришла. Смотрите нас в следующий вторник.